Доброе утро всем, кто просыпается вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре пятница, 8 июля, и с вами я, Полина Долинская. Сегодня в нашем эфире вас ждет много интересной, полезной информации. Сегодня в программе: спорт – лекарство от плохого настроения и депрессии. 8-е спортивные игры народов Якутии. Итоги 4-го соревновательного дня, а также анонс по спортивным дисциплинам на 8 июля. Сегодня день семьи, любви и верности. Гости нашей студии – победители в номинации «Лучшая молодая семья города Якутска-2022». Корейский завтрак. В это утро мы будем готовить бибимбап, так что берите все необходимые ингредиенты – рис и овощи. Дары лета. Расскажем, как семья Ощепковых выращивает клубнику и какой урожай они уже собрали. Ну и, конечно же, это пятничное утро. Мы подарим вам замечательные эмоции. Мы работаем в прямом эфире, и вы также можете создавать это утро вместе с нами. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, а также вы можете писать нам по номеру телефона 8 914 273 44 88. Задавайте вопросы нашим гостям, делитесь планами на выходные, поздравляйте своих родных и близких с памятными датами и важными событиями. Ну а далее, по традиции, о погоде. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 11-19 градусов со знаком плюс. В заречной группе 16-22 выше 0. В южных в это утро в Нерюнгри плюс 10, плюс 11 в Алдане. В Вилюйской группе от 14 до 19 тепла, в Нижнеленских 17-18. В западных от 12 до 16 со знаком плюс, в Колымо-Дигирской группе Улусов плюс 10, плюс 20. В Янских от 11 до 12, на северо-западе в это утро в Тиксе плюс 7, в Саскалахе плюс 8, в Оленьке плюс 14. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 19 градусов выше 0. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба. Ветер дует южный со скоростью 2 метра в секунду. В течение дня синоптики обещают дождь. Ветер северо-западный с порывами от 4 до 9 метров в секунду. При грозе порывы 15-18 метров. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 22 градуса. Сегодня, 8 июля, отмечается важный российский праздник – День семьи, любви и верности. Символично, что впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен в России годом семьи. Сегодня поздравления принимает семья Айсена и Галины Сидоровых. За заслуги воспитания и вклад в реализацию семейной политики Республики Саха-Якутия, комитет по делам семьи и детства, почетная грамота доктора Агамалытка. Буквально на днях президент страны Владимир Путин издал указ, что 8 июля у нас всероссийский праздник День семьи, любви и верности. И в рамках всероссийского проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» мы сегодня в гостях у семьи Сидоровых, Галины и Айсена. У замечательной молодой семьи 5 детей. Семья ведет очень активный образ жизни, дети участвуют в конкурсах, становятся лауреатами. Сами семья участвует в разных проектах. И действительно, многодетная семья делает большой вклад в развитие нашей республики. И, конечно, государство обязано поддерживать такие семьи, тем более мы приняли Конституцию, основной закон и изменили, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики. И, конечно, дети должны воспитываться в семье полной, где есть мама и папа, в любви и заботе. И с своей стороны, конечно, то, что касается таких мер поддержек относительно многодетных семей, в 2019 году мы приняли совершенно новый базовый закон для республики, где многодетной семьей считается, если старшему исполнится старше 18 лет, до 23 лет, если ребенок обучается очно, либо служит в армии, семья не теряет статус нашей республики. У нас 5 детей, старшему сыну 14 лет, потом идет 8 лет,
потом 5, потом нашей дочке 4 и самому маленькому 2 года. Он родился 1 сентября 2020 года. Наша семья принимает активное участие в различных конкурсах, мероприятиях, форумах, сессиях, которые проводятся в нашей республике. Сама я являюсь председателем многодетных матерей города Якутска «Счастливый мир», который был основан в 2021 году. Наши дети являются победителями различных олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов. Мы всей семьей вечером собираемся, начинаем придумывать, делаем различные поделки на Новый год. Это получается, нам нужно делать 4 поделок, и это очень весело, и мы сплочаемся, становимся все ближе и ближе. В первый день юбилейного Исааха Туймада 2022 Управление общественных связей и молодежной политики окружной администрации совместно с Управлением культуры и духовного развития города Якутска организовали один из главных и зрелищных событий – городской конкурс молодых семей «Основа жизни. Семья», приуроченный Году матери в Республике Саха-Якутия и 390-летию основания города Якутска. За звание «Лучшая молодая семья города Якутска» боролись 8 семей, а победителями стали наши гости – Айталина и Дмитрий Петровы, победители в номинации «Лучшая молодая семья города Якутска». Доброе утро! Доброе утро всем! Айталина, Дмитрий, во-первых, поздравляем вас с победой. Расскажите, пожалуйста, свою историю. Как вы узнали об этом конкурсе? Почему решили принимать участие? Как готовились к нему? Спасибо большое. Во-первых, мы хотим поблагодарить наших родителей, чтобы очень помогли нам, и нашего старшего и младшего брата, невестки, и, конечно же, организаторам, которые красивый конкурс справляли, да? И нашим друзьям, которые помогли нам тоже участвовать в этом конкурсе. Нам очень помогли, семья. Управление По семейной политике. По семейной политике, да. А откуда узнали про этот конкурс? Почему решили в нем принимать участие? Тут резко нам поступили сообщения, по соцсети Инстаграма. Там более 10, сообщений нам прям 10 отправляли, сообщений. что участвовали туда. И мы тут подумали вместе. И почему бы нет, да? Почему бы не почему бы нет, да. Подумали, уже... С детьми там все в семье общались, и все согласны. Судя по фотографиям из вашего личного архива, было несколько этапов. По каким критериям оценивали жюри? Первый этап был это как знакомство, визитка. Визитка. И потом герб нашей семьи была, потом талант и вечерний выход мамочек. После этой победы на городском этапе вы будете как раз-таки представлять город Якутск в республиканском конкурсе «Молодая семья Республики Саха-Якутия», который пройдет в Вилюйске. Как вы к нему готовитесь? У нас настрой боевой. Каждый день очень серьезно готовимся. Каждый день дома, да? Репетируем. И обновляем. И обновляете программу, да? Программу обновляем. За время конкурса вы наверняка познакомились с другими семейными парами. Что такого необычного, может быть, было? Или, может быть, что действительно выделяет молодую семью города Якутска? Ее основная черта. Мы дружная семья, и очень, все, визитка у нас прошла, вообще все говорили, и дети, и мы. Все, и все участвовали. И талантов все пели впятером, и танцы все впятером. Все совместно. Поэтому, наверное, этот большой плюс, да? Наверное, да. Как мы единое целое были. Как давно вы вместе? Расскажите вашу историю любви. Мы познакомились в 2008 году. И в библиотеке. Как в фильме. И официально мы с 2010 года уже как муж и жена. И до сих пор живем. У нас 4 детей пока. А что самое сложное было на этом конкурсе? Победить, наверное, волнение, скорее всего. Чтобы слова свои не забывать, участвовать, не ошибиться, собраться. Какое дальнейшее, какие планы вы строите вашей большой семьей на будущее?
Ну, хотим построить большой частный дом. Частный дом, да. И дети очень хотят, прям собаку хотят. Поэтому у нас, наверное, будет большой красивый дом. Сегодня замечательная дата, День семьи, любви и верности. Вот что бы вы могли пожелать молодым парам, которые, может быть, только сейчас начинают свои отношения, либо только планируют вступить в брак? Вот как сохранить вот эту вот любовь, уважение друг к другу? Но самое главное уважать друг друга, Да, понимать. понимать. Любить, ходить да. на свидания. Почаще, да. И побольше общаться с друг другом, да. Вот. Все свои задумки, пожелания там. Ну, конечно, и здоровье, наверное. Ну, и здоровья. И расскажите, как ваши дети восприняли вашу победу? Какие они дальнейшие планы на эти конкурсы строят? О, они очень обрадовались. Да. Ага. Но у нас тоже был боевой настрой, прям победить, поэтому они очень радовались. Но мы сказали им, что если победим, мы поедем в море. Вы их замотивировали сразу, У них да? уже стимул И был. стимул был, ага. И сразу после вот этого, да, сертификата, когда в море? Они сразу решили уточнять, да, по срокам? Но судя по фотографиям, действительно, у вас это все ваши мальчики. Да, все. И вот И долгожданная доченька, дочка. которая у вас ага. там на руках. Но во время конкурса она уже спала, поэтому в коляске спит. Ну, мальчишки, я смотрю, у вас прям активное участие такое принимали. Да, они с малых лет мы выступаем разных и в школе, и в садике, и поэтому они цены вообще не боятся. Да, они как бы готовы уже. Готовы, ага. Вот вы дали такой хороший совет молодым парам, не забывать ходить на свидания. Да. При таком количестве деток, как вот уделять время для друг друга? Но они уже большие. Ага. Ну, старшие вот Ага, сыновья прям. очень хорошо помогают. Очень вот помогают, С малышом ага. они справляются уже. Ну, Даже иногда бабушки готовят. приходят, да. Даже готовят старшие уже. Да, поэтому... Поэтому очень нам повезло. Ага, Ну, поэтому- здорово. Мы снова поздравляем вас с победой, желаем вам дальнейших успехов, ну и, конечно же, поздравляем вас с праздником. Спасибо большое. А мы двигаемся далее, и теперь пришло время новостей. Доброе утро, вы смотрите новости. Реконструкцию 6 республиканских аэропортов в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры завершат в текущем году. В 2019 году в эту программу были включены аэропорты Якутска, Мирного, Нерюнгри, Алёкминска, Нюрбы, Черского, Жиганска, Хандыги, Белой горы, Верхневилюйска, Вилюйска, Депутатского, Сунгар, Полярного и Усть-Неры. Из 15 аэропортов работы полностью были завершены в Жиганском и Верхневилюйском районах. На остальных 13 аэропортах масштабные работы по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры продолжаются. 6 из них планируется вести уже в текущем году. Это аэропорты Нерюнгри, Сангар, Депутатского, Вилюйска, Хандыги и Белой горы. Спортивный клуб парашютистов «Феникс» отметил 8-летие. За это время обучающие курсы прошли около 800 человек, а 254 спортсмена совершили прыжки с парашютом. Клуб занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи Мирнинского района. Инструкторы бесплатно обучают детей полетам под куполом парашюта. Спортсмены готовятся к прыжкам и отрабатывают внештатные ситуации. Подготовка нужна все равно. И теоретическая, и наземная, особенно физически готовимся всегда. Ноги готовим. Это самое важное сейчас. Пожестче приземление, чем по сравнению, допустим, весной, когда в снег прыгаем. Госдума приняла поправки, предложенные Минцифрой и Минфином в отношении IT-компаний. Замглавы Минцифры России Максим Паршин так прокомментировал этот факт. Предложенные поправки в налоговый кодекс, который приняла Госдума, расширяют льготы для IT-компаний, дополняют список получателей льгот. Например, на льготы теперь могут претендовать компании, которые получают доходы от продажи онлайн-рекламы на своих платформах, размещения объявлений на классифайдерах, оказания образовательных услуг онлайн
онлайн на своих площадках и другое. При этом крайне важно, что порог по профильной выручке снижается с нынешних 90 до 70%, то есть большее число компаний смогут получать льготу. Также Госдума в третьем чтении приняла закон, ограничивающий доступ к контрсанкционной информации, сведениям о сделках российских участников внешнеэкономической деятельности, публичное разглашение которых может повлечь введение против них международных санкций. Принятый закон ограничивает распространение таких сведений в СМИ и интернете. Публиковать их можно будет только с письменного согласия сторон сделки. В случае несогласованной публикации контрсанкционной информации участник ВЭД сможет потребовать от нарушителей возмещения убытков. Органы государственной власти, председатель Банка России и его заместители освобождены от необходимости получать согласие сторон сделки для публикации таких сведений. А теперь к новостям спорта. По итогам 4-го соревновательного дня 8-й спортивных игр народов Якутии мужская сборная Намского района по баскетболу стала чемпионом игр. А легкоатлет Артур Бурцев, который ранее был дисквалифицирован после инцидента во время забега на 10 тысяч метров, успешно преодолел дистанцию на 5 тысяч метров и пришел первым к финишу. Сейчас на ваших экранах вы можете видеть медальный зачет по результатам 4-го соревновательного дня. Итак, в тройку лидеров входят следующие районы. Мигино-Кангалас уверенно держит лидерство, имев в своем медальном зачете 10 золотых наград. Город Якутск не уступает, второе почетное место, 8 золотых, и Хангалаский 7 золотых медалей. Медальный зачет на 7 июля, группа номер 2. Здесь мы видим явные лидеры: Усалданский первый, а также между собой второе место делят Амгинский и Верхневилюйский районы. В третьей группе лидерами являются Горный Улус, следом за ним идет Кобяйский. Третьего, замыкающего эту тройку лидеров, пока что нет. Четвертая группа, здесь явный лидер – Жиганский район. Ну а также вы сейчас можете увидеть программу мероприятий на 8 июля. Вы можете поболеть за своих любимых спортсменов. Напоминаем, что трансляции игр проходят на телеканалах Якутия-24, НВК Саха и Мамонт ТВ, а также на официальной странице ВКонтакте НВК Саха и Якутия-24, на YouTube-каналах НВК и Якутия-24. Также вы можете смотреть онлайн через приложение НВК Саха. На ваших экранах вы видите QR-код трансляции, перейдя по которому вы как раз-таки можете видеть трансляцию любимых игр. Ну и, конечно же, поболеть за каждую свою любимую команду. Сегодня в 9 утра на телеканале НВК Саха вы можете увидеть спортивную борьбу, мини-футбол, волейбол, легкая атлетика и спортивная борьба. Сегодня запланировано на 18:00 по местному времени. Также сегодня ожидается марафон, спортивная борьба, многоборье ГТО в дисциплине бег, шахматы и шашки, волейбол, женщины, мужчины, настольный теннис, мини-футбол и спортинг. Также сегодня ожидается бокс и легкая атлетика.
Культурная программа, выставки, экспозиции, деревня мастеров, а также всевозможные мастер-классы, концерты детских коллективов, открытие ипподрома и концерт Ассоциации хореографов Усть-Алданского улуса. Напоминаю, все это вы можете увидеть в прямых трансляциях на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха, а также Мамон ТВ. Наша съемочная группа каждый день рассказывает нам о том, как проходят спортивные состязания, для того, чтобы самыми первыми вам рассказать последнюю и актуальную информацию. Давайте узнаем, как прошел вчерашний 4-й соревновательный спортивный день в дисциплине баскетбола. Вот так празднуют победу чемпионы. Только что команда Намского улуса стала победителем 8-х игр по баскетболу 3х3. В напряженной борьбе команда Намского улуса дошла до финала игр, где встретилась с одним из фаворитов соревнований – сборной Нерюнгринского района. В матче за золото страсти были накалены до предела, но благодаря командной работе и слаженной игре победу завоевали баскетболисты Намского улуса. Во-первых, мы очень рады, потому что для нас это первые соревнования. Во-вторых, пришли все спортсмены нас поддержать, это очень приятно, и нам очень приятно выигрывать для них. Соперники хорошего уровня, соревнования тоже высокого уровня. Очень тяжело играть из-за погодных условий, но все справляются. Главное – это здоровье, во-первых, на площадке и дружеские вообще отношения между командами. Но спорт есть спорт, на площадке нет друзей. Но за пределами все очень круто и вообще очень соревнования крутые. Не менее жаркими были схватки за кольцо и в женском дивизионе. В борьбе за золото на площадке сошлись сборная Якутска и сборная Намского улуса. В этот раз удача улыбнулась столичным спортсменкам. Победа – это всегда хорошее ощущение, это лучшее ощущение. А когда у тебя все получается, это просто классный экстаз. Очень много команд по сравнению например, с республиканскими соревнованиями подняли свой уровень. Ездили на сборы в Москву, и сейчас по ним видно, что баскетбол в республике Саха-Якутия развивается, это точно. Тренировались каждый день, очень много трудились, уставали, но все равно. Вот как видите, результат налицо. 20-10, счет неплохой. По результатам соревнований чемпионами по баскетболу 3х3 среди мужчин стал Намский улус. Второе место у Нерюнгринского района, бронза досталась Усть-Алданцам. Среди женщин золото завоевал город Якутск, серебро у Намского улуса, бронзу получили спортсменки из сборной Российского студенческого спортивного союза. А между тем на 8-х спортивных играх народов Якутии проводятся соревнования по фитнес-аэробике. 12 команд приняло участие, пожалуй, в самых красивых и артистичных состязаниях спартакиады. Судить спортсменок на этих играх взялась Юлия Котельникова, судья по аэробике с 20-летним стажем. Юлия прибыла в Усть-Алдан из Красноярского края, где эта спортивная дисциплина достаточно высоко развита, особенно хип-хоп аэробика. Но на играх она сегодня пока не представлена. На что обращают внимание в этой дисциплине судьи? Артистизм, техника. Самое главное в дисциплине аэробика – это техника, использование площадки. Так как специфика вида спорта – это высокоударная аэробика, будем следить за фазой полета, так у нас называется. И, естественно, общий вид команды имеет большое значение. Я не вижу здесь мальчиков, потому что я знаю, что на прошлых играх они были. Я тоже еще не видела мальчиков. Для нас, наверное, это будет сюрприз. Посмотрим, что нас ждет. Но сюрприза не получилось. В 4-й соревновательный день на корте по аэробике состязались исключительно девушки. Так, основные соперники Усть-Алданский улус, Чурапчинский, Якутск. На самом деле все соперники очень сильные, все очень подготовленные, поэтому все очень сильно волнуемся. Чурапчинцы, между тем, уверены, что попадут в тройку призеров, ведь готовились они к соревнованиям целый год. И ничто не должно им помешать. Стоят очень жаркие дни, но сегодня немножко прохладно. Это лучше, чем если бы это было вчера. Основные требования к наряду выступающих – это максимально прилегающий к телу костюм, без всяких рюш и воланов, чтобы ничего не мешало движениям. Макияж у девочек, как вы видите, тоже очень яркий. Нередко спортсменки украшают себя стразами и блесками. Ведь главное – выделиться и запомниться судьям.
Вы только посмотрите на потрясающий костюм команды СВФУ, которую представляет Юлия Сокольникова. Кстати, она единственная, у кого из выступающих звание мастера спорта. Я мастер спорта по художественной гимнастике. Здесь проходятся соревнования по фитнес-аэробике. И так получилось, что, вступив в наш университет, я попала в секцию аэробики. Узнала, что проводятся спортивные народные игры и решила принять участие. Для меня это новый опыт, новые эмоции. К сожалению, звание Юлии – это не гарантия победы. Девочки не прошли в полуфинал. Аэробика оказалась не только самым красивым видом спорта, но и довольно стремительным. Спортсменки за один день показали на корте красочное шоу и определили чемпионов. Золотую медаль получила команда из Якутска, серебро у усялданцев, а бронза у Нюрбы. Ларина Сукуева, Артем Алексеев, Усялданский улус. Первая, самая обсуждаемая тема второго дня соревнований по легкой атлетике – это, конечно, состояние Артема Бурцева и его дальнейшее участие в играх. Сегодня врачи разрешили ему выйти на старт, и он в полной мере реабилитировался в глазах болельщиков. В забеге на 5 километров Артем пришел первым. И вроде силы были, но за круг до финиша резко по ногам снова ударило, видно, не до конца восстановился. И, честно, я понимал, что, думаю, наверное, уже вторым прибегу. Но потом, когда вот оставалось буквально, наверное, 200 метров до финиша, начали снова трибуны скандировать. И, домашняя арена, она помогает. Вторая животрепещущая тема – это противостояние Леонтьева-Трофимова на дистанции 3 километра. Итог – бронза у Изабеллы Борисовой, серебро у Сарданы Трофимовой и золото у Натальи Леонтьевой. Вне соревнований девушки тренируются на одном стадионе, закончили одну спортивную школу, вместе жили в интернате. Мне сегодня посчастливилось встретиться со всеми 3 финалистками этого забега. Девчонки, привет! Очень радостно вас видеть. Я вас всех поздравляю. Расскажите, давайте немножко сегодня поговорим о спортивной или дружбе, или соперничестве. Вот в первую очередь это соперничество или вот между собой у вас все-таки есть какая-то такая спортивная дружба? Ну, все равно, да. Спорт – это, как сказать, большое связующее звено, которое приносит мир во всем мире. И, как на дорожке мы соперники, а вне дорожки всегда должна оставаться человеческая дружба. Кроме бега на длинные дистанции, легкоатлеты сегодня соревнуются в беге на 800 и 200 метров, спортивной ходьбе и прыжкам в длину. Лидер среди женщин по прыжкам в длину Валерия Олесова рассказала о важных моментах в этом виде спорта. В первую очередь это упорные тренировки. Без упорных тренировок ты не достигнешь результата. Во-вторых, это правильное питание, режим дня. То есть любому спортсмену это важно, не только прыгуну. Ну и, конечно, играет большую роль экипировка. То есть мы не прыгаем в кроссовках, мы прыгаем в специальных шиповках. Ветер играет очень большую роль. Вообще, в принципе, погода играет большую роль. А вообще, как считает Валерия, для спортсмена самое важное не просто победить, а постоянно повышать свои результаты и добиваться личного спортивного роста. Каждая команда в течение 4 лет готовит не только спортсменов, но и разрабатывает и заказывает форму для них. Наш корреспондент Виолетта Засимова сделала обзор спортивной одежды сборных и даже вычислила, какой цвет сейчас чаще всего встречается в формах участников. В играх народов Якутии в Усялданском улусе принимают участие 40 команд. В основном это улусные и районные делегации, но есть и сборные, например, СВФУ, АГАТУ и Российского студенческого спортивного союза. В любом случае, каждая команда заранее готовит дизайн своей спортивной формы. Во-первых, она должна быть удобной и функциональной. Во-вторых, выгодно отличаться на фоне других. Разнообразие спортивных форм можно было увидеть на церемонии открытия игр во время парада команд. Если внимательно посмотреть, то можно заметить, что чаще всего мелькает синий цвет и его оттенки. Также очень популярен белый, но он скорее используется как элемент и не является основным цветом формы. Исключение – команда Кобяйского улуса, которая единственная полностью облачилась в белоснежные костюмы. В белой форме они сразу выделяются среди других.
Приятно выделяются формы спортсменов Татинского и Нюрбинского улусов. Первые использовали салатовый и черный цвета, вторые – зеленый и золотистый. Нюрбинский улус – это как бы сочетается с зеленым, потому что у нас природа красивая, река Вилюй. И вот с оттенком еще золота мы еще добавили. С темно-зеленым. И как восприняла команда, что говорят о форме? Ну, ребята, спортсмены, руководство довольны. Ну, остается выступить достойно, бороться до конца. А ранее на других больших спортивных мероприятиях какого цвета у вас были формы? У нас в прошлом году на играх Манчара было темно-синего цвета. А на Амгинских играх у нас была фирма «Форвард». Фирма «Форвард» была с оттенком белого, там темно-синего тоже так же. Стильно выглядит форма вилюйской сборной. Основной цвет темно-синий, но при этом плечи обрамляют желтый и светло-синий цвета. Цвета подбирали до герба нашего улуса. Это получается желтый с переходом на синий. Всегда подбираем под цвет нашего флага, нашего вилюйского улуса. Очень патриотично смотрятся формы, на которых крупно изображены флаги районов. Например, у Мегино-Кангаласской и Хангаласской команд. От своей формы в восторге обладательница первой золотой медали по новому виду спорта на играх спортивной ходьбе Сардана Калитина из Хангаласского улуса. Мне очень понравилось. Нам выдали форму, костюм, шапку и кроссовки. Ну, мне вот особенно футболка и верх понравилась, а штаны тоже, чуть-чуть большие оказались. Наша форма лучше. В целом, стандартная комплектация формы на одного спортсмена состоит из футболки, штанов, ветровки и головного убора. Некоторые команды заменяют бейсболки на панамы. Какие-то команды выдают дополнительно спортивные сумки, кроссовки, шорты. Все зависит от бюджета. В среднем стоимость одного спортивного комплекта от 10 и более тысяч рублей. Специально для «Утра Якутии» Виолетта Засимова, Артем Алексеев, Усалданский улус. Произведения именитых мастеров, известных не только в республике, но и за ее пределами. Поэзия и литература. Какими мероприятия прошли за предыдущие сутки в материале наших коллег из Национальной библиотеки. В рамках спортивных игр народов республики беспрерывно проводятся культурные мероприятия. Так открылась уникальная выставка – выставка эталонных работ мастеров и мастериц Усть-Алданского района. Общественная организация «Мындыр», в которой входят более 70 талантливых мастеров и мастериц Усть-Алданского улуса, представила лучшие работы, воссозданные по старинным технологиям традиционные предметы обихода, посуду, также одежду и обувь народа Саха. Это работа Колодезниковой Екатерины Ивановны. Называется «Комнатка невесты». Жених и невеста только в этой маленькой комнатке они спят. Это единственная, можно сказать, в единственном экземпляре работа большого мастера. Кроме того, на выставке можно увидеть стилизованные национальные украшения и сувениры молодой мастерицы. На выставку я принесла свои студенческие работы. Здесь вы видите работы из серебра, меди, бивня мамонта. В своей работе пытаюсь комбинировать разные материалы. Например, композиция «Бейберекен». Она изготовлена из бронзы, серебра, рога лося и бивня мамонта. В местности Налян села Чаран состоялся литературный фестиваль «Корсун». В рамках фестиваля прошла презентация сборника «Корсун-2021», изданного в этом году по итогам прошлогоднего литературного конкурса. Сборник содержит все произведения участников. Фестиваль прошел на творческом подъеме. Были проведены чествования авторов, литературные конкурсы, викторины. Победители читали свои стихи, звучали песни на стихи авторов. Участников было очень много, например, в этом направлении стихи, где-то более 50. Такой конкурс очень нужный, полезный для дальнейшего развития.
В Центре дополнительного образования детей Иркён состоялась пресс-конференция, посвященная культурной программе 8-х спортивных игр народов республики. Пресс-конференцию провел заместитель министра культуры и духовного развития Владислав Левочкин. Благодарна Усть-Илданскому району, его жителям, работникам культуры Усть-Илданского района, которые самоотверженно работали на то, чтобы состоялось это событие. Организаторы рассказали о прошедших и предстоящих культурных событиях в рамках проведения 8-х игр народов республики. Итоговый выпуск дневников игр смотрите 11 июля. Ну что, друзья, настало время позавтракать, и сегодня мы будем готовить блюдо корейской кухни. Бибимпап – одно из самых известных и любимых блюд этой культуры. Его название переводится как «рис, смешанный с мясом и овощами». Вы можете делать самые разные вариации этого блюда в зависимости от ваших предпочтений и требований к питанию. Один из рецептов мы узнаем с вами прямо сейчас. Доброе утро, меня зовут Егоров Игун, я повар Баракоба. Сегодня мы будем готовить традиционное корейское блюдо, которое также подойдет к завтраку. Это будет бибимпап. Бибимпап – это блюдо, состоящее из риса и овощей. Также к нему идет мясо, но так как у нас легкий завтрак, поэтому будем использовать овощи и рис. При варке риса соблюдайте так, чтобы не переливали в воду или не доливали. Наливайте к соотношению 1 к 1. Я сейчас буду использовать белый рис. Можете также использовать цельнозерный, он будет даже более полезным. Нарежем овощи. Начнем с лука. Используем где-то грамм 20-30. Не сильно много. Овощей будет у нас много. Так что также зависимо от вашей тарелки, либо от вашего аппетита. Главное не переборщить с овощами. Само блюдо достаточно низкокалорийное. Почистим авокадо. Уберем его кожуру. Нарезку можете делать произвольной. Главное мелко нарезать, чтобы потом бибимпап можно было спокойно перемешать. Далее режем грибы. Грибы полезные минералами. Это древесные грибы, они растут на деревьях, специально выращенные. Далее режем огурец. Огурец вообще один из самых полезных продуктов. К нему приписывают множество полезных эффектов, вплоть до замедления старости. Он очень богат витаминами и микроэлементами. Так, начинаем выкладывать овощи в нашу тарелку. Выкладываем в виде веера. Самое главное в бибимпапе – это сочетание цветов. Можете экспериментировать, добавить какие-то болгарский перец для контрастности. Ну и по вкусу можете выбрать все, что угодно. Блюдо очень гибкое. И у каждого человека свой бибимпап.
Я думаю, друзья, вы все поняли, что это очень просто и очень вкусно. Мы двигаемся далее. И в суровой Якутии возможно развести клубнику, убеждена героиня нашего следующего сюжета. И не только клубнику, главное желание и труд, а еще те, кто готов поддержать и словом, и делом. Зарима Ощепкова была главой крестьянского хозяйства, история которого началась в 1996 году. Упрочив его, супруги передали бразды правления детям, но и сами сидеть без дела здесь не привыкли. Поэтому время от времени новые идеи воплощаются в жизнь. Об этой мечте мы сегодня вам и расскажем. С раннего утра вместе с солнышком Зарима Валентиновна приходит в свое клубничное царство. Каждому кустику внимания, хотя их ни много ни мало 800 штук. Пожаловали они в далекий Дапарай из солнечной Италии еще ранней весной. Взяли кредит в РСХБ и выкупили в Италии 800 кустов саженцев в озоновой заморозке, оплатили где-то в феврале, и к нам в Алекницкий авиапорт только прибыло 22 мая. Но они тоже там знают, какой регион отправлять, какой смотря по погодным условиям. Всегда мечта, улыбается хозяйка, ведь недаром говорят, что здесь у нас вырастить можно все, как на югах. Готовились 3 года заняться клубникой именно в Алекницком улусе. Думаю, почему вторая Украина, тепло и зима вроде бы не как в других районах, такая холодная, да? Не заняться. И вот 3 года готовились, систему готовили поливную, ленточную, полив готовили. Все это же надо выкупать, все это надо приобретать. Ягодка и впрямь одна к одной, и это не только сортовая особенность. Чтобы с мечты был толк, хозяева изучали вопрос долго и тщательно, со всех сторон. Да и сегодня каждый день учатся. За 3 года, конечно, мы все и в Ютубе смотрели, и в Краснодарском крае, и с Зубцовым сколько раз переговаривали, разговаривали в WhatsApp. И вот он порекомендовал вот именно этот сорт. И еще самое главное, Намсов Хамахате, да, Кривошапкин Сергей Георгиевич. Вот он большие советы он дает нам. Я, например, какие-то изменения, сразу отправляю фото. И почему так, почему что, как это сделать. В планах приучить капризную ягоду жить в наших условиях, уже на обычной грядке. Помогаешь? Да. Бабушке что делаешь? Поливаю, сорняки убираю, коров загоняю, куриц кормлю и еще другое. Кроме клубники, растет у хозяев весь огородный набор. В очередном эксперименте арбузы. Убеждена Зарима Валентиновна, можно вырастить. Здесь не считают года. Живут полной жизнью, строят планы и, главное, воплощают их в жизнь. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. С 14 по 16 июля в Верхневилюйске в культурно-этнографическом комплексе «Хамустах» состоится Республиканский культурно-образовательный фестиваль молодежи «Табыс». Мероприятие посвящено столетию образования якутской автономии, а также 390-летию вхождения Якутии в состав Российской Федерации, Году матери в Республике Саха-Якутия. Более 900 активистов из молодежных общественных организаций, делегаций муниципальных районов и городских округов Республики Саха-Якутия примут участие в различных конкурсах, спортивных состязаниях и фестивалях. По итогам будут объявлены команды победителей. Более подробно мы об этом поговорим с нашей гостьей. Ирина Аркадьевна Иванова, руководитель отдела по управлению и прогнозированию молодежной политики. Доброе утро, Ирина Доброе Аркадьевна. Утро. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия запланированы в эти даты? Ну вот, с 14 по 16 июля у нас проходит фестиваль. Там будет 8 зачетных конкурсов. Это театрализированные представления, военизированная эстафета, конкурс современного танца, конкурс модельеров, дизайнеров и конкурс «Молодая семья». Всего будет 8 зачетных конкурсов среди делегаций муниципальных образований и среди молодежных общественных объединений. Угу. А какие конкурсы будут проводиться, в каких категориях? То есть это будут на каких-то отдельных площадках? Да, это будет проводиться на отдельных площадках. У нас вообще программа разделена на образовательную программу, спортивную и культурную. Все будет, некоторые конкурсы у нас будут проводиться совместно, то есть в одно и то же время, да. И
получается, 8 зачетных конкурсов. Отдельно у нас будет зачет среди муниципальных образований, это 7 зачетных конкурсов. И отдельно для молодежных общественных объединений, это 6 зачетных конкурсов. И по итогам определяются победители в трех местах. Первое, второе, третье место. А какая основная цель, посыл этих мероприятий? Цель в основном это усиление взаимодействия у нас представителей муниципальных образований и молодежных общественных объединений, так как там принимает участие молодежь от 18 до 35 лет. Сейчас многие говорят, что молодежь, она такая более с прилипшим телефоном к руке, и эта социальная жизнь, какие-то коммуникации между друг другом им менее интересны. Как руководитель отдела управления и прогнозирования молодежной политики, расскажите, это действительно так или все-таки молодежь у нас активная? Конечно, безусловно, молодежь у нас активная, тем более у нас 2 года перерыва было, мы это мероприятие очень ждем, вся молодежь ждет, все уже готовятся на зачетные конкурсы, да, и активность очень у нас большая. В этом году также у нас принимают участие представители северных арктических районов, так что активность у нас большая. Наверняка будут проходить какие-то круглые столы, где будут также обсуждаться какие-то основные проблемы. Что сейчас на повестке дня? Да, у нас будет в рамках образовательной программы 2 дня у нас будет выступать представители Федерального агентства по делам молодежи, то есть федеральные эксперты, которые как раз-таки будут рассказывать молодежи по актуальной повестке в сфере государственной молодежной политики. Расскажите более подробно о проводимых конкурсах. У нас уже были представители, которые будут представлять город Якутск. Это лучшая семейная пара Якутска 2022, которые также примут участие на одной из площадок. Какие еще будут и что там будет? У нас будет конкурс театрализированного представления. Это презентация муниципального образования и молодежного общественного объединения. То есть они представляют свою организацию, либо свое муниципальное образование. Все должно быть посвящено столетию образования Якутской АСР, да? И, соответственно, они композицию выбирают сами. Кроме этого, у нас будет военизированная эстафета. Это девушки будут бегать на 200 метров, парни со сборкой автомата 50 метров. И также другие виды, которые, перетягивание каната и другие спортивные виды. Также у нас будут по национальным видам. Это якутская борьба, масс-рейслинг, это стрельба из традиционного лука, это поднятие и перенос камня, и вес камня у нас достигает 115 килограмм. Ух ты, это немало. Кроме этого, мы проводим конкурс «Лучший работник в сфере государственной молодежной политики». Там они представляют себя, проходят собеседование в 3 этапа. Это у нас проходит. Также они готовят предложения по развитию государственной молодежной политики на территории муниципального образования и готовят видеопрезентацию «1 день специалиста по делам молодежи». И также у нас есть конкурс дизайнеров-модельеров. Это будет проводиться в 2 этапа. Первый этап – это этномикс. Они будут интерпретировать национальные костюмы и также будут во 2-м этапе шить национальный якутский жилет для многодетной мамы Вилюйского улуса. Мы как раз-таки приурочили к Году матери, и, соответственно, 3 дня они будут уже на месте шить национальные костюмы, и будет финальный показ в 3-й день. Кроме этого, у нас проходит конкурс современного танца. Это хип-хоп, брейк-данс, локинг и другие виды. Да? И также у нас проходит конкурс «Молодая семья». «Молодая семья» — это тоже визитка. И там будут номинации «Семейные традиции», «Многодетная семья», «Сельская семья». Действительно, за эти 2 дня очень насыщенная программа. Ирина Аркадьевна, большое спасибо, что вы нашли время, пришли и нам все это рассказали. Мы желаем вам, конечно же, дальнейших успехов и доброго вам утра. Мы двигаемся далее, а прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. В эфире новости. Доброе утро.
Планы по расширению услуг спутниковой связи на территории Якутии обсудили глава региона Айсен Николаев и генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин. Обсудили дальнейшие планы по расширению услуг спутниковой связи с целью преодоления цифрового неравенства. Главная задача за 2 года – увеличить объемы связи на территории республики в 3 раза. Документ об этом подпишется в ближайшее время, сообщил Айсен Николаев в своем телеграм-канале. Также рассмотрена реализация проекта по обеспечению интернет-связью 90 объектов здравоохранения. Выставку «Алмазный фонд Алроса» открыли в Мирном. Экспозиция посвящена 65-летию алмазной компании. Впервые жители Мирнинского района увидят уникальные и редкие алмазы. Драгоценные кристаллы добыли на месторождениях Алроса. Суммарный вес всех экспонатов выставки более 2500 карат. Гиды посвятят гостей в тонкости огранки и оценки каждого камня. Те, кто добывают алмазы, жители Мирнинского района, многие не видели алмазы вживую. Это действительно так, наверное, есть. И сегодняшняя выставка, фонд «Алмазный фонд Алроса» действительно даст возможность многим жителям нашего района посмотреть и увидеть, что из себя представляют эти камни. Участники международной исследовательской школы вместе с полевой экспедицией «Элиада» обнаружили череп молодого волка и останки древних растений в карьере близ села Ойхан Галасского района республики. Основной целью полевых работ МИШ было показать, как изучают месторождения ископаемых животных. Ребята учились описывать геологию местонахождений, проводить тафонометрические и палеоэкологические анализы, рассказал руководитель проекта Константин Протодьяконов. Полевые работы с участниками международной исследовательской школы проводились с 3 по 4 июля. Главы 10 районов Якутии подписали соглашение о сотрудничестве с Республиканским центром адаптивной физической культуры и спорта. Об этом сообщил глава Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев. Он отметил, что развитие адаптивного спорта в Чурапчинском улусе – одно из приоритетных направлений. В районе создаются необходимые условия для всестороннего развития спортсменов, и спортсмены показывают хорошие результаты. В этом году команда улуса стала победителем 8-й спартакиады республики по адаптивным видам спорта. На этом у нас все. Хорошего дня. Ну что, друзья, пришло время прощаться, но мы прощаемся только до понедельника. Надеемся, что ваша неделя была такая же динамичная и интересная, полная каких-то спортивных и других интересных событий. Мы старались сделать все, чтобы создавать вам настроение самыми первыми в программе «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24». Увидимся на следующей неделе, а сейчас, по традиции, наш музыкальный номер.